стали известны данные переписи населения 2021 года. Согласно этим данным, численность татар в России сократилась на более чем 600 тысяч человек. Многие эксперты говорят, что причины в ассимиляции, смешанных браках и доминировании идей русского мира во всех сферах жизни татарского народа. С другой стороны, многие не верят в данные российской переписи. К примеру, президент Ассоциации Магариф Марат Латфулин в своем комментарии в социальных сетях утверждает, что количество татар в России вообще неизвестно, а данные переписи просто были нарисованы ФСБ. На экране вы видите скриншоты комментариев простых людей из татарского паблика. Поставьте, пожалуйста, видео на паузу и почитайте, что пишут и думают о переписи простые татары. Татарский писатель Вахид Имамов, недавно посетив Башкортостан, сделал много ярких и смелых заявлений. К примеру, он сказал, что башкиры – это дореволюционное сословие, и башкирские полки, которые участвовали в наполеоновских войнах и штурмовали Париж, состояли преимущественно из татар, мишар и тептяр. Также, по словам Вахита Шаиховича, власти Татарстана не ставят татар на первое место и боятся даже переименовывать названия улиц или ставить памятники татарам. В Татарстане боятся слова «татарский». Закрыли татарские факультеты, к примеру, в Мензелинском училище нет ни единой татарской группы. Когда студенты и татарские дети проявляют национальный дух, их тут же вызывают в деканаты, ругают и запугивают. Депутаты Татарстана единогласно продали татарский язык, сказал он. В Татарстане все развалили. Нет своих книжных магазинов. В театрах ставят русские и китайские произведения. Нет своих татарских спортсменов. Нет никакой помощи татарам Астрахани или Тюмени. Нет ни одного руководителя в республике, который бы трудился во имя татарского народа, заключил Вахид Шаихович. Татары Афганистана, Пакистана и Ирана создадут единый совет татар. Под влиянием активной политики национального возрождения афганских татар, татарские общины соседних Ирана и Пакистана начали выражать свою заинтересованность в этом вопросе. На данный момент афганская община татар насчитывает около 3 миллионов человек. В Иране около миллиона и в Пакистане более 2 миллионов членов татарских общин. От афганских татар поступают предложения Татарстану организовать добычу полезных ископаемых на их территории, взять под свое крыло производство, стать основным партнером в сфере логистики. В общем, планов у наших восточных однокровников много. Польский татарин Мансур Адамович считает, что быть татарином значит иметь правильное воспитание и поведение. Быть татарином – это значит знать, по какой дороге идти в этой жизни. Ваше правильное поведение – это не только ваше правильное поведение, это большое спасибо, большое зур рахмет вашим предкам. Если вы скажете сами себе: я хороший, верующий человек, мин, татар, вы понимаете, вам больше ничего не надо отвечать. Вы понимаете, по какой дорожке поступать. Тема происхождения татар-кряшен до сих пор является дискуссионной и часто вызывает полемику. Сами татары-кряшены отвергают навязанный штамп о насильственной христианизации и считают датой принятия христианства XIII век. Основа кряшен – это татарско-ногайская военно-феодальная элита. Поэтому нужно расширять географию и копать глубже, считает Людмила Белоусова. Профессор Татьяна Дунаева же говорит, цитата: «Когда бы мы ни приняли христианство, татары-кряшены никогда не согласятся, что их насильно крестили». Представитель общины православных татар и специалист по сравнительному богословию Давид Амир Садур считает важным молитву на татарском языке, а также убежден, что в исламе и христианстве намного больше общего, чем разделяющего. Традиционно считается, что если татарин, то мусульманин, а на самом деле это совсем не так. И среди татар есть как мусульмане, так и православные, причем это очень и очень давно. И, надо сказать, их довольно много. Молебны на татарском языке, христианские православные молебны на татарском языке, что тоже очень важно, потому что я как носитель, как этнический татарин, узем татарман, люблю язык, люблю слышать молитву на этом языке. В общем, это было очень важно. Моя основная задача, я провожу лекции, беседы, в том числе в московских вузах по сравнительному богословию, где показываю общность, единство этих двух авраамических религий. Авраам, Ибрагим, как он звучит в Священном Коране, в тексте Священного Корана, это один и тот же пророк, и это две ветви Авраамовой религии. Если вкратце, то примерно так.
Муфтий Нафигула Аширов призывает татар не поддаваться на провокации разделить татарский народ на части. У татар великая история и огромная география проживания, поэтому в нашем народе есть диалекты и говоры, но это не повод разбивать единый народ, говорит он. Он рассказал, что программа по разделению татар началась в Татарстане, когда в конце 80-х годов начали проводить агитацию, что они якобы не татары, а болгары. Сегодня это дошло уже до Астрахани, где татары якобы нагайцы. А в Сибири татар пытаются разделить на татарских, заболотских, кузнецких и прочих. Нужно прекращать эти прения, которые разделяют и разобщают наш народ, сказал он. Далее вашему вниманию несколько кадров из его разговора, где он говорит, как нужно мусульманам относиться к Иисусу, и открыл интересную черту татарского народа. Ведь мусульманин, говоря, допустим, говоря Иса, алейхиссалям же мы говорим, то есть Иисус, да будет мир над ним же говорим. Мы же не поносим, допустим, как некоторые поносят вот на Западе, вот мы сколько были пророка Мухаммада, алейхиссаляту вассалям. Нет. Мусульмане даже были призывы, когда насчет Мухаммада, алейхиссаляту вассалям, карикатуры писали, некоторые невежды говорят, давайте мы тоже на Иисуса. Мы говорим, как мы можем на Иса, алейхиссалям, нарисовать карикатуры или плохо о нем выразиться, тогда мы просто перестанем быть мусульманами. Вот я, допустим, вот меня, в ком бы меня не обвиняли, там, я не знаю, ваххабит, шиит, суфист, там, и кто бы я бы не был. Я как вот научили меня вот эти старики, да, в 70-х годах, в 78-м году намаз читать. Я так всю жизнь намазы читаю. И никогда не менял. И не считаю, что в этом есть какой-то ущерб. А ведь из-за поднятия рук были же чуть ли не драки там, я не знаю. Там таспих надо читать или не надо читать. Таспих надо после фазы или после сунны надо читать. Да вообще лучше не читать таспих, чем из этого делать смуту и разводить мусульман. У мусульман должна сохраняться свобода принятия тех или иных решений. Без этого мусульманская община, она превращается в крепостного. А мусульманин крепостным быть не может. Не может быть крепостным. У него должна быть свобода. И тогда только он будет созидать, тогда только он будет заниматься да'ватом, тогда только он будет самореализовываться или стараться самореализоваться, тогда он будет двигаться вперед. Вот раньше татары же вообще должны что-то возглавлять, правильно же? Они не могут без этого, они должны обязательно, они не могут быть рядовыми просто. Допустим, вот по Тюменской области у нас все имамы татары. Все имамы татары, там нет ни одного другого человека. Почему? Потому что это именно, скажем, место, где татары испокон веков, во всех сферах, кстати, там татары превалировали. Фарид Набиуллин из Татарстана занимается возрождением татарской породы лошадей. Именно этих коней брал в свое войско Чингисхан, говорит он. Но после 40-х годов, после войны, у татарской национальности не осталось ни одного своего коня. Я все деньги, которые есть, перекладываю сюда, положил. Ради возрождения, ради того, чтобы вернуть народу свою лошадь. Многие смеялись. Многие смеялись. В Казани вообще все смеялись. Говорят, Фарид, откуда ты нашел? Разве у татар была лошадь? Я говорю, а мы на чем? На верблюдах ездили в вашем представлении? Или на ишаках, вы думаете? Искусные воины были на ишаках? Я им смеялся в ответ. Я понял, если ты идешь, то нужно идти по своей дороге. И нужно тянуть свою линию. Его супруга Светлана тоже заботится о сохранении национальной культуры и преподает татарский язык в школе. Я честно вам скажу, я сама крещенная татарка. Вот я замуж вышла, я вам честно скажу, я не умела готовить чисто татарские блюда, потому что мы крещенные татары, у нас чуть-чуть все по-другому, да? Вот. Ну, как бы есть и лапша, есть и кыстыбы, есть и шпшмаки, есть, но бәлиш у нас как бы вот не готовят бәлиш, у нас готовят треугольники. А бәлиш я научилась здесь. У Фарита была тетя, мәрхум, она уже умерла, вот она меня всему научила. Как говорится, татарин без лошади, как без крыльев. Ради возрождения, ради того, чтобы вернуть народу свою лошадь. Это все на сегодня. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки,
Подписывайтесь на канал и будьте в курсе главных новостей татарского мира. Если хотите увидеть какую-то новость в следующем выпуске, то обязательно напишите нам в редакцию.